Добро пожаловать в наш эфир. Мы приглашаем вас в увлекательный мир дрифта. Мы, это Айк Симонян и Арташес Антонян, расскажем о том, как прошел очередной этап дрифта у нас в стране. Причем это был этап, открывающий европейскую восточную серию. Но более подробно обо всех нюансах расскажет Айк. Айк, привет. Здравствуйте всем. Да, это был действительно первый этап чемпионата Восточной Европы и EDC, традиционно в Минске уже на протяжении многих лет. И опять же, традиционно нам везет очень с погодой в дождь, поэтому будем вместе с вами смотреть, наблюдать, как наши пилоты, и не только очень много приезжих пилотов, в том числе именитые мирового уровня, ребята пытались справиться вот с этими сложностями, которые им доставляет перрон аэропорта Минск-1. Ну, я смотрю, и зрителей хватает. Как они справлялись со всем этим? Ну, они так же, как и пилоты, уже привыкли к тому, что в Минске всегда идет дождь, когда у нас соревнования. Многие из них оделись потеплее, взяли дождевики, зонтики и пришли получить удовольствие, в первую очередь поболеть за тех пилотов, ребят, которые уже каждый год нас радуют. Айк, ты занимаешься организацией белорусского чемпионата к восточноевропейской серии. Насколько ты причастен? Мы на самом деле, я со своей командой Racing BY, мы являемся инициаторами данного чемпионата, который стартовал, уже можно сказать, в далеком 2010 году. Это был уже 7-й сезон данного чемпионата. В свое время, когда мы начали проводить соревнования по дрифту, стало понятно, что для нашего региона, для Восточной Европы нужен какой-то такой чемпионат свой, где могут ребята из Латвии, Литвы, Украины, России, Польши кататься вместе, и, конечно же, Беларуси, кататься вместе, делиться опытом, общаться и повышать свое мастерство. И чемпионат на протяжении многих лет уже проводился в таких странах, как, опять же, Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Венгрия, Чехия, Польша. И это, я так понимаю, далеко не предел. Это далеко не предел. В последние годы мы количество этапов сократили, потому что и в финансовом плане, и в плане логистики далекие гонки обходятся в достаточной степени дорого для пилотов. Поэтому в этом году запланирован 4 этапа. Это в Беларуси, который вот мы сейчас с вами будем смотреть. В Литве город Каунас, потом третий этап пройдет уже традиционно Треквуд фестиваль в Венгрии, город Маряпокс, небольшой городок на востоке Венгрии. Ну и финал в Риге в начале сентября на известной уже трассе Бикерники. И я знаю, что многие наши поклонники ездят по этапам, болеют за наших уже белорусских пилотов, которые уже в последнее время показывают хороший скилл и хорошие результаты. К слову, Дмитрий Нагула из Гродно в прошлом году стал серебряным призером чемпионата Восточной Европы. И на этапе, проводимом на известной трассе Формула-1 Хунгару-Ринг в Венгрии, занял первое место. Ну вот мы сейчас смотрим, как проходила квалификация. Видим, что кому-то повезло с погодой, кто-то успел до дождя стартовать и показать настоящее мастерство. Ну а кто-то такое своеобразное водное поло играл. Ну или даже не знаю, как этот вид дрифта назвать. Ну вот так и называть, да, и действительно некоторым пилотам, их было немного, которые в первых группах были по квалификации, повезло, они успели свои попытки откатать еще по сухому асфальтному покрытию перрона аэропорта. Вот. Ну а дальше вы сами видите, обещанный кратковременный дождь оказался не совсем кратковременным. Перрон залило полностью водой, но это уже не в первый раз, и ребята многие умеют также ехать хорошо в дождь. Не было отказов? Нет, конечно, отказов не было. И естественно, трудно было показать, ну, я не знаю, высокий класс. Вот как мы видим сейчас, Иво Цирулис, насколько красиво он проезжал первую дугу. И элемент зрелищности, естественно, когда мокро падает. Но ребята очень старались. Но погода, как всегда, да, важнее всего погода в доме, говорят. Вернее, поется в одной песне. Я привык к нашим автомобилям, тем, которые участвуют в белорусском чемпионате. Ну, благо, весь прошлый год наблюдал за этими гонками в твоей компании.
Сейчас вижу, что есть огромное количество болидов, так называемых, которые впервые попадаются мне на глаза. Это с чем связано? Все свои понапривозили? Или каким образом вообще эти машины появлялись? Кто-то их здесь арендовал, доставая из гаражей. Кто-то с собой привозил из дальних регионов России. На самом деле большинство наших гостей из России. Они традиционно посещают в качестве участников данные соревнования уже каждый год, а также одни из сильнейших пилотов Литвы, Латвии, Украины. Они присутствовали в качестве участников на первом этапе G-Drive Drift. Ну и у нас были гости из далекой Японии, всемирно известный пилот Дайго Сайто, который выступал в качестве пилота в составе команды Evil Empire из Санкт-Петербурга вместе с Павлом Смирновым и Сергеем Кабаргиным. Вот, поэтому состав соревнований чемпионата Восточной Европы традиционно международный, и достаточно сильные пилоты принимают участие в нем, и победить трудно и почетно. Ай, скажи, а вот школа между нашими пилотами, российскими, и тот же Сайто, она насколько отличается? Ну, не школа, а уровень мастерства. Школу-то они уже прошли давно. Могу сказать, что наши ребята, которые в топе белорусского чемпионата, уже как минимум рядом со многими из них, и опять показывает нам опыт, и то, что мы видим, что и Крис Форсберг, который выступал в прошлом году, и Дайго Сайто в этом году ездил на достаточно сильном автомобиле и мог показать очень хороший уровень. На фоне них наши ребята вполне достойно себя ведут, не теряются. Это говорит о том, что на протяжении последних несколько лет, развивая данную дисциплину в Беларуси, мы также развиваем опыт наших пилотов, и, что немаловажно, уровень технической подготовки также растет. В этот раз была иная сетка. Мы в прошлый раз долго пытались объяснить, и я надеюсь, нам удалось это сделать. По поводу нововведений в белорусском чемпионате, здесь все же более классический вариант. Сначала квалификация, чуть позже начинаются заезды с топ-32. Да, и обычная сетка топ-32. В чемпионате Восточной Европы мы ее используем. У нас не было изменений так, как, например, в чемпионате Беларуси. Поэтому здесь ничего нового. И поклонники автомобильного спорта и дрифта в частности, они знакомы с такой таблицей, и ничего им нового, наверное, объяснять не нужно. Обычная олимпийская система. После проведения квалификационных заездов по 3 попытки у каждого пилота было. Лучшая попытка идет в общую сетку топ-32. Выбираются наилучшие, и первый пилот, который занял первое место, попадает в пару с пилотом, который занял 32 место. А вот и тот самый Дайго Сайто на Тойоте. Откуда эта Тойота? Чья она? Это Тойота из Санкт-Петербурга, из гаража Сергея Кабаргина, назовем это так, команда Evil Empire. Очень сильный автомобиль, хорошо подготовленный, с двигателем 2JZ, 3-литровым турбо, около 800 лошадиных сил и 1000 крутящего момента ньютон-метров. Аркадий Цареградцев занял второе место на первом белорусском этапе. Первым был, соответственно, его партнер по команде Сергей Сак. Ну и мы видим, что на этом этапе он становится победителем квалификации. Сколько всего было участников? Заявленных участников было 37, к сожалению, за первый день тренировок. Несколько пилотов сошли из-за технических проблем. 34 пилота принимали участие в квалификации, и 7 из них не справились с трассой и получили 0 баллов. Следовательно, 27 пилотов попали в таблицу топ-32, и первые 6 пилотов перешли в таблицу топ-16 автомата, потому что у них не было соперников. И вот мы видим, с вами стартует первая пара. Пилот из Латвии Иво Цирулис, чемпион EDC прошлого года, один из сильнейших латвийских пилотов и новичок и дрифта в Украине. И у нас первый раз принимал участие Сергей Кремец из города Киева. Он далеко так отпустил своего опытного оппонента, но вот я впервые вижу Мерседеса. Много раз видел BMW.
а Мерседес какая-то диковинка. Хотя выглядит он шикарно, конечно, потому что это такой классический вариант, я так понимаю, 124-й кузов, ближе к этому. Нет, это 190-й кузов. Даже 190. Да, достаточно красивый автомобиль с выдержанным стилем. Андрей Говорун, это украинский пилот, который также занимается доработками автомобилей, подготовкой автомобилей к соревнованиям по дрифту, является автором данного сотворения. Ну, выглядит, конечно, шикарно. Красиво выглядит. Сразу хочется вернуться в мой старенький Мерседес. Да, такой в стиле ДТМ начала 90-х, и он производил хорошее впечатление, как выглядел, и, в принципе, как пилот ехал, и звук мотора, и остальную техническую часть автомобиля радовала нас. Ну, а что касается украинского гонщика, вот я смотрю, он не справился с заносом, но при этом его Цирулис великолепно ушел от столкновения. Ну, это опыт называется. Он был готов, наверное, потому что при таком покрытии еще хотел бы сказать, что перрон аэропорта Минск-1 очень такой коварный. Разные участки асфальта, старые, новые, и там, где новый асфальт, когда дождь, скользко и наоборот. Где-то лужи, где-то сухо. Но у нас же не могут сразу взять все переложить. Нет, нам надо постепенно идти к своим целям. Ну да, аэропорт уже старенький, он доживает свои последние годы, и мы его эксплуатируем уже по максимуму, насколько возможно, проводя соревнования там хотя бы раз в год. Видим второй заезд, опять же, вот эта коварная лужа на зоне постановки, она подпортила жизнь очень многим пилотам, когда во время постановки и вхождения в занос... Но с Андреем Мазиным мы знакомы, а вот его соперник, это кто? Это Павел Бусыгин, один из сильнейших пилотов российской дрифт-серии, команда GT Shop Toyo Tires. Очень хорошо ехал Паша, и вот мы видим, что при этом заезде Андрей Мазин сам совершил ошибку. Он хотел очень близко поставиться, показать хорошую, красивую езду, но ошибся в зоне постановки. Сейчас пилоты поменялись местами. Ну и, соответственно, теперь Мазин попытается убежать от своего оппонента. Ну а я хочу с удовольствием рассказать о том, что партнер программы «Топливо G-Drive» реализуется на АЗС «Газпромнефть». Содержит активные комплексы присадок, увеличивает мощность двигателя до 12%, улучшает динамику разгона автомобиля. Ну и, насколько я знаю, команда G-Drive представлена и здесь. Да, команда G-Drive представлена здесь. Сергей Сак, Аркадий Цареградцев, уже традиционно, и знаменитый пилот, один из сильнейших пилотов в России, Гочи Чевчан, который в прошлом году также принимал участие в чемпионате D1, японском чемпионате, и показал себя там очень с хорошей стороны. Также принимал участие в наших соревнованиях. Едем дальше. Следующая пара. Сергей Казин, но я так понимаю, тоже не из белорусского чемпионата. Из Санкт-Петербурга, и Евгений Сатюков, опять же, команда GT Shop Toyo Tires из Москвы. Он, могу ошибаться, по-моему, в 2011 году или в 2010 году стал победителем чемпионата российской дрифт-серии. Буквально выталкивает соперника. Да, как я уже говорил, коварная лужа, она многим подпортила кровь. Ну а наказание было тому, кто совершал в этой коварной луже ошибку, кто в эту лужу садился? Ну, конечно, тот, кто совершал ошибку, наказание это было проигрыш или большое количество баллов в пользу его соперников, преимущества. Поэтому они сами себя наказывали. Ну, в дрифте контакты возможны, здесь за это нельзя наказывать. Если, конечно, это не умышленные какие-то, у нас не дерби, чтобы ломать автомобили, но погодные условия были не самые лучшие, и мы не могли требовать от пилотов чего-то больше. Я смотрю, где-то разгоняются эти самые лужи, но далеко не всегда это помогает, потому что некоторые, они как были мокрыми, так таковыми и остаются. Да, там есть лужи, которые долго еще подсыхают, и в этом и вся сложность, потому что даже когда остальная часть трассы сухая, то где-то пилот попадает в вот такие мокрые части, и очень, очень трудно скорректировать угол, при этом не развернуться или не выровнять автомобиль. Ну, здесь, конечно, браво пилотам. Великолепно прошли они синхронно эту часть дистанции. Ну и Павел
Бусыгин будет встречаться в следующей стадии с Евгением. С Евгением Сатюковым, да, два сокомандника. А следующая пара — это Павел Максимович из города Молодечно и Георгий Чевчан из города Красноярска. Ну вот, собственно, о Георгии мы уже говорили. Посмотрим, как он себя покажет на дистанции. Да, Георгий выступает на 350Z в кузове с двигателем ниссановским SR20D 2 литра турбо. Автомобиль готовили они сами в Красноярске всю зиму, межсезонье, в принципе, для себя практически. Поэтому этот автомобиль ему знаком, и он был доволен. И посмотрим, как он проедет, как выступит в рамках соревнований. В первом заезде видим, опять же, что Павел Максимович также переборщил. Наши ребята очень-очень старались. Мы видим, что они прямо хотели удивить и судей, и пилотов, и, конечно же, зрителей, и совершали ошибки. Вот Но видим. здесь буквально постучал в дверь. Да, он также не подрасчитал ту нужную скорость, при которой, войдя в эту лужу, можно из нее выйти сухой. Но борьба с лужами, она дополнительный нерв внесла. Как зрители-то реагировали на все происходящее? Наши зрители самые лучшие. Я больше, наверное, добавить к этим словам нечего, потому что они в любую погоду приходят, болеют за пилотов, болеют за дрифты и пытаются получать удовольствие. Было холодно, мокро, не самые комфортные условия, к сожалению, хотя мы, как со стороны организаторов, пытались сделать все возможное. Ну, не везет нам, не везет в очередной раз с погодой, поэтому я надеюсь, что зрители, которые пришли, никто из них не пожалел, и мы увидим их и в следующем году, и тем более в этом году на следующих этапах чемпионата Беларуси. Едем дальше и ждем следующей пары соперников. Здесь Георгий Чевчан идет дальше. И попадает в пару с Павлом Смирновым из Санкт-Петербурга. Следующая пара — Дмитрий Нагула, город Гродно, и Валентин Бородавка, город Минск. Два белорусских пилота, которые принимают участие в чемпионате Беларуси. Напомню, что следующий этап пройдет 26 июня на территории парковки гипермаркета Old City в городе Гродно. Следите за анонсом. Новая локация в белорусском дрифте. Я уверен, что мы проведем все на должном уровне. Там все позволяет, чтобы показать хороший, качественный дрифт, поэтому ждем вас всех 26 июня. А пока смотрим сам заезд. Опять же, пилоты пытаются вот как-то одолеть эту трассу. Мы видим Валентин... Но Нагула далеко ушел. Валентин после перекладки чуть не подрасчитал со скоростью, переуглил, потерял скорость, зашел во внутреннюю траекторию. Ему пришлось вот здесь вот клатчкиком, прямо ударом по сцеплению автомобиль держать в заносе, чтобы не выровняться. Ну и из-за этого он отстал, конечно же. Преимущество в первом заезде у Димы Нагула, здесь второй заезд. Айк, я смотрю, Дима со своим автомобилем разобрался, потому что на первом этапе ему приходилось, если не изменяет память, что-то там менять. Ну не что-то, у него проблемы были с двигателем, а на запасном автомобиле это с подвеской были проблемы. Ну, вроде бы все удалось решить, и никаких видимых причин проблем технического характера мы не видели. Но здесь видим, что Дима есть уже контакт. Едет близко, очень старается. Конечно, не без ошибок, но по сумме каких-то помарок Дмитрий Нагула проходит дальше и попадает в сетку уже топ-8. Сергей Кабаргин, который прошел без соперника в следующую стадию, благодаря хорошему показателю на квалификации. Ну и пока мы смотрим, как дела обстоят в боксах, скажи, насколько сложная трасса была? Нам вот в этих водных условиях не всегда понятны, наверное, все нюансы, потому что мы видим, что представление ребят происходит все же при хорошей погоде. Видимо, до квалификации успели многое отснять. В том-то и вся проблема, что в первый день, тренировочный день 14 мая, была великолепная, хорошая погода, сухо, ветерок небольшой, и пилоты сожгли порядка 500 колес на тренировочных заездах. Колоссальная цифра. И в тот момент, когда им тот опыт, который они заработали во время тренировок, нужен был, прямо в начале квалификации пошел дождь, и пришлось подстраиваться под абсолютно другие условия. Сцепная характеристика асфальтового полотна перрона очень разная, и сложно. Как судьи сказали, а судили, кстати, наши соревнования
опытные судьи, организаторы, судья украинского чемпионата и соревнований на Украине Максим Миллер. Мантас Кузьмарскис – это постоянный судья чемпионата Восточной Европы на протяжении многих лет и судит много соревнований в Европе из Литвы. И судья белорусского чемпионата Денис Родиончик. Так вот, они признали, что это было одно из самых трудных, тяжелых судейств, потому что заезды были неоднозначные, трассу местами даже увидеть было проблемно. Мы как ни стараемся ее и начертить, отметить. И когда идет дождь, вот вы сами видите, что все это прямо мешается со всеми разными полосками и разметкой аэропорта, и сложно. Приходилось ориентироваться по конусам. Здесь у нас Феликс Бекерман и Максим Шатило. Ну, Макса мы знаем по белорусскому чемпионату. Вот о Феликсе хотелось бы узнать больше. Для меня самого был сюрприз появления Феликса, и когда он предварительно зарегистрировался, потому что на протяжении последних нескольких лет он нигде не был замечен в дрифте. В свое время он принимал активное участие в чемпионате российской дрифт-серии, и также в чемпионате Восточной Европы. Но вот несколько лет у него была такая пауза, и он позвонил, сказал, что хочет приехать в Минск, вспомнить былое, и с радостью увидит старых друзей, и мы рады были его также видеть. Но здесь тоже старые друзья. Интересная пара: Алексей Головня и Никита Шиков, у которого также были на протяжении всего предыдущего сезона вопросы по автомобилю. На самом деле эти вопросы остались и сейчас, потому что он первый день на тренировках ездил на своем автомобиле, и то на своем не постоянном, а на своем запасном автомобиле, предоставленном командой «Автопрофи». А во второй день что-то с ней стало, и его сокомандник Степан Азаров отказался от дальнейшего участия в соревнованиях и предоставил свой болид Никите Шикову. Мы видим, что его сокомандник и судья белорусского чемпионата Алексей Головня совершил ошибку и в первой дуге его развернул. Ну и он понимает, что смысла здесь уже пижонить нет никакого. Тихонечко там поехал на второй круг. Да, он понял, что ошибся. Ну, опять же, так близко пошел. Чуть-чуть переборщил в ходе постановки, в зоне постановки, и был контакт, и он потерял управление над автомобилем, опять же, в этой коварной луже. Сколько вы бойцов в этой луже потеряли, Айк? Ее никак нельзя было разогнать. Там, на самом деле, как бы не разгоняешь, туда натекает эта лужа, она каждый год портит общее впечатление. С ней я даже не знаю, что можно сделать. Мы видим, что везде уже подсыхает, а там всегда море. Кстати, хотел бы сказать, что Никита Шиков отметил свое 30-летие в Минске в большой компании друзей и пилотов с разных стран. Еще раз хотим поздравить его с такой датой, с юбилеем. Это желать все-таки поменьше поломок и побольше побед. Ну, у Никиты подрастает уже новое поколение дрифтеров в семье. Получится ли тоже оказаться за рулем? Время покажет, наверное, уже получилось, но вот в каком качестве? Пока только в качестве пассажира. Наверняка у него маленькая дочь растет. Не знаю, будет ли она заниматься дрифтом, но то, что будет знать, что это такое, это точно. Ну а здесь Никита Шиков идет дальше, хотя и во втором заезде тоже помарки были у конкурентов. А здесь Сергей Сак, победитель первого этапа, который традиционно проходит в Минске, первого этапа белорусского чемпионата. И Андрей Пискарев, его большой товарищ, который весь прошлый год отмучился со своим автомобилем. И опять же из-за технических проблем не принимал участие на первом этапе чемпионата Беларуси, но здесь автомобиль успели должным образом подготовить, и я рад за Андрея, у него никаких вопросов не было технического плана, но все-таки почти годовой перерыв дал о себе знать. В первый день, опять же, тренировки по сухому он показывал очень хороший результат, очень красиво проезжал, но в дождь не справился чуть-чуть и с квалификацией. У него было не самое лучшее место, потому что автомобиль веский, настройки, подвески не были рассчитаны на мокрую гонку. Ну вот он ошибся в первой дуге, расстроился, конечно, но, зная Андрея характер, он дальше будет. Но Андрей в прошлом году выиграл 2 этапа из 5, и это очень серьезный уровень.
том числе и заключительный этап. Да, и учитывая, что у него на остальных этапах просто автомобиль подводил, конечно, это не говорит о том, что он выиграл бы все этапы, но Андрей пилот уже такого достаточно высокого уровня, не только в Беларуси может выступать хорошо, но и в чемпионатах за рубежом. Здесь Сергей Сак отпускает своего соперника, понимая, что у него есть серьезная фора. Все же в прошлый раз 0 баллов набрал Андрей Пискарев, а здесь Сак, ну так, держит дистанцию, чтобы, не дай бог, да? Как ты говоришь, сейвится. Чуть сейвится, он едет на результат, это видно сразу. Он отпустил и в ходе постановки, и в первой дуге. Вот. Ну, проехал на результат, и, в принципе, он имеет право на такой выбор и прошел заслуженно в следующую стадию соревнований в топ-8, где поедет с Никитой Шиковым. Интересная будет пара, но не менее интересная прямо сейчас. Кирилл Радченко, знакомый нам по нашему чемпионату, и Евгений Ружейников. Ну, если мы про Кирилла Радченко, основная часть наших зрителей знает, то Евгений Ружейников очень известный российский пилот, двукратный чемпион российской дрифт-серии, действующий чемпион. В прошлом году он в качестве судьи выступал у нас на этапе в Гродно. Поэтому наш большой друг и товарищ, который также обладает высоким скиллом и большим опытом. Вот его Nissan сразу же сходу уезжает далеко вперед, и как там не пытается догнать его соперник Кирилл Радченко, это крайне сложно сделать. Вот мы видим, что опять же, основываясь на свой большой опыт, Женя выбирает правильный угол, чтобы не терять скорость, не зарываться, не углить сильно. Он просто, проезжая с относительно небольшим углом, всю трассу проходит ее на отличном уровне. Но в данном случае рисковать больше смысла, наверное, не имело вообще никакого. Но мы сейчас видим, что он, тем не менее, рискует. Близкая постановка. Хорошая дистанция от своего соперника. Здесь Кирилл Радченко чуть зарывается, уходит за линию трассы. Ну, здесь уже вы сами видите. Собирает все конусы. Да, несмотря на это, Евгений Ружейников прямо вот в дверях не отпускает его. Хотя мог бы и не рисковать. Но это если сравнивать с предыдущей гонкой, где Сергей Сак решил сейвиться, держаться подальше. Ну да. Здесь сразу видно разный стиль. Там мы не говорим о том, что у Сергея наоборот. Сергей славится тем бескомпромиссной ездой. Ну вот в том заезде у него было вот так. Алексей Манчукевич и Руслан Курлович, ну это белорусская пара соперников, с ней мы также знакомы. Да, пилот из города Бреста, Руслан Курлович и минчанин Алексей Манчукевич в новой раскраске с новыми партнерами команды Red Sun Team. Ну, судя хотя бы по тем лого, которые появляются все больше и больше на автомобилях наших участников, это говорит в том числе о том, что дрифт привлекает внимание и у партнеров также. Естественно, и очень много зависит от самих пилотов, от того, как они могут работать с потенциальными партнерами, как они пытаются и получается ли у них привлечь их внимание. Но и, конечно же, дисциплина растет, медиаохват наших соревнований также, поэтому многим партнерам становится интересно поддерживать не только чемпионат, но и конкретно индивидуально пилотов. Ночная гонка в Логойске, она у нас обязательно состоится? Конечно, обязательно. Это традиционный этап. Традиционный этап, да, естественно. Будет круто, красиво, как всегда, да, и, собственно говоря, и остальные этапы белорусского чемпионата проходят всегда на уровне. Мы, как организаторы, стараемся делать все возможное для этого. Ну а в этом заезде Руслан Курлович на данный момент, соответственно, в роли догоняющего и отпустил далеко соперника, которого в очередной раз разворачивает, как он технично проходит, проезжает мимо оппонента Манчукевича и устремляется к финишу. Да, и проходит в следующую таблицу, в следующую стадию соревнований, но Алексей Манчукевич проиграл в этом заезде. Напомню, что мы использовали обычную систему таблицы, и не было двойного выбывания, то есть здесь нету права на ошибку, и любой проигрыш говорит о том, что ты дальше выступать уже в соревнованиях не будешь. И вот мы ждем следующей пары.
В этой части сетки нам осталось посмотреть заключительный заезд, и в нем участвуют Виталий Чернушевич и Дмитрий Самошкин. Дмитрий Самошкин, да, еще один представитель минской команды Red Sun Team, опять же, в новой оклейке, так же, как Алексей Манчукевич, с другими спонсорами. Мы видим, что здесь совершает ошибку Виталий Чернушевич, уходит за внешнюю линию трассы, и Сергею Самошкину нужно просто хорошо и доехать до финиша, чтобы раздобыть максимальное преимущество в этом заезде. Ну, болид, конечно, Дмитрия Самошкина выглядит впечатляюще. Интересно выглядит, да, своеобразно. И он показывал хорошую езду в день соревнований, во время тренировок. Ну да, есть, конечно, небольшая грустинка по поводу погоды, которая мешает показать весь максимум, который могут выдать из себя пилоты. Но я бы, наверное, не назвал бы небольшой. Это была такая нормальная грустинка, но мы уже привыкли к этому. Я пытался подобрать какие-то слова, да, и, видишь, ты так рубанул менее ласково. Менее ласково, потому что уже нету сил, нету каких-то даже терпения, и причины мы не можем понять, каким образом мы каждый год, проводя в разные даты, иногда в разные месяцы соревнований, попадаем на такую погоду. Ну а здесь Самошкин победил, и его соперником будет тот самый Дайго Сайто, о котором столько уже сказано. Он пропустил вот эту часть соревнований, потому что показал хороший результат в квалификации. И начиная с этого момента здесь уже никто ничего не пропускает. Топ-16, соответственно, 1/8, и начинает лидер квалификации Аркадий Цареградцев. Ива Цирулис, Аркадий Цареградцев, очень сильные два пилота с разными автомобилями. 350Z, который ласково называют уже в простонародье, и не только, но и пилоты Бетти ее называют, с двигателем ВК-56. Это 8-цилиндровый двигатель Nissan с компрессором Стилен. Автомобиль очень агрессивно, хорошо выглядит, она тяжеленькая, и мы слышим звук компрессора. А у его соперника, Ива Цирулиса, BMW E46 с двигателем 2JZ, 3-литровый турбо. Ну и здесь все эти 3 литра остались позади Аркадия Цареградцева. Он на своем тяжеленьком автомобиле уехал далеко. Он смог зацепиться больше за асфальт, наверное, назовем это так, и в принципе не дал такого шанса Иве Цирулису. Мы видим, что использовали во время соревнований вот эту шикану на старте. Это сделано для того, что пилот, который едет первым, проезжал через специальные ворота, дабы не получился драг-рейсинг, и он до зоны постановки не ушел далеко от соперника и дал ему возможность, шанс на близкую постановку. И опять же, многие пилоты этим воспользовались, не у всех получилось, у многих контакты, развороты, но так или иначе, вот идеальный заезд в исполнении Аркадия Цареградцева, и он, безусловно, проходит в следующую стадию соревнований. Но Аркадий и по нашему домашнему первенству выглядел всегда агрессивно и никогда не филонил, никогда не сейвился, всегда нога в пол и газ по максимуму. И максимальное маленькое расстояние до своего соперника. Два сокомандника, Павел Бусыгин и Евгений Сатиков из города Москвы. Видим, уже на постановке даже дым чуть-чуть выходит, но потом лужа остужает пыл колес. Но дым появляется. Я просто смотрю, я такого еще не видел в дрифте, когда и щетки одновременно работают, и дым чуть-чуть появляется. Да. И мы слышим, как зрители реагируют даже вот на этот дымок в первой дуге. Ну и очень хорошо партнеры по команде проходят на одинаковых по расцветке автомобилях. Синхронность есть и шикарные кадры от режиссера трансляции. Да, хорошая картинка. Я думаю, что, опять же, не все можно увидеть. Для судейской вышки намного все лучше видно. Вот заезд получается неоднозначным. Ну, тут было близко к выравниванию. Ну да, не без ошибок проезжает Павел Бусыгин. Здесь разворачивает Женю Сатикова.
мы сейчас видео не видим, а дальше Павел Бусыгин проезжает двумя колесами за линию, и, следовательно, во втором заезде судьи посчитали за 0 баллов, и вот, вот раз этот момент. И два. Да. И решение было принято по первому заезду. Еще одна интересная пара. Павел Смирнов и Гочи Чевчан. Зону постановки. Гочи чуть-чуть отпустил. Здесь маленьким углом догоняет соперника своего из Санкт-Петербурга. Но уже такая хорошая задымленность местами появляется. Да, ну, сейчас еще сложнее пилотам ехать, потому что там, где вот мы видим задымленность, есть сцепление, и чуть дальше начинается где-то лужа, где-то мокро. Очень-очень трудно. Много коррекций у парней. Но особенно трудно тому, кто идет вторым, кто догоняет. Но сейчас у Гочи есть шанс уехать подальше от своего оппонента. Конечно, им приходится подстраиваться под стиль езды, под траекторию соперника. Павел Смирнов очень близко, посмотрите, как постановка. И он буквально разворачивает соперника. Буквально разворачивает соперника, да. А какое решение здесь принимается? Ты здесь с судьей не был на этих соревнованиях? Да, я судьей знаем, не был на этих соревнованиях. Домашние регулярно обслуживаешь в этом качестве, в том числе. В этом году, да, я вернулся в такой должности, в судейство. Но на этапе чемпионата Восточной Европы, учитывая очень много организационных моментов, я на самом деле не принимал участие в судействе. Но вот по этому эпизоду как рассудили? Этот эпизод, здесь ошибка Павла Смирнова. Я, если честно, не помню судейское решение. Мы сейчас увидим. Все важно еще первый заезд, каким был. Вот судьи решили, что Павел Смирнов прошел дальше. Видимо, в первом заезде также была какая-то проблема, которая в телевизионную картинку не попала. Следующий заезд — это Дмитрий Нагула, тот самый, о котором мы уже столько всего успели рассказать. Его соперник Сергей Кабаргин, команда Evil Empire, Санкт-Петербург, на очень интересном злом автомобиле, который еще в прошлом году принимал участие в чемпионате Формулы Дрифт Америка. Корвет, Chevrolet Корвет с диким двигателем более 7 литров и 800 атмосферных лошадиных сил. А за ним едет Дмитрий Нагула. Мы здесь видим, что Сергей совершает ошибку, выходит за линию трассы задними колесами. Там 2 колеса побывало. Да, а в то же время Дима Нагула едет близко, красиво и синхронно проезжает за своим соперником. Здесь, наверное, одно колесо все-таки было, по линии он проехал. Итак, второй заезд. Дима Нагула здесь в зоне старта чуть даже цепляет конусы, но это не дает ему, скажем так, преимущества в разгоне, поэтому перезаезда не было. А тут у Сергея... явно какие-то проблемы, потому что он просто сходит с дистанции. Да, сходит, у него технические проблемы, то ли что-то с тормозами, то ли что-то с ручником, я уже не помню, но что-то случилось, он просто съехал с нужной траектории и проиграл. Проиграл в этом заезде, а Дима Нагула проходит дальше. Соответственно, в четвертьфинале Цареградцев встречается со своим соперником. Соперником все же Цареградцева будет Евгений Сатюков. Да, Евгений Сатюков прошел тогда дальше. А здесь заезд 2 Ниссанов в обвесах Rocket Bunny, так называемых, одинаковых. Один из лидеров на данный момент литовского дрифта Гедеминас Левицкас и Максим Шатило, серебряный призер белорусского чемпионата 2015. Мы здесь видим, что в зоне постановки Максим совершает большую ошибку, вылетает с трассы, а Гедеминас, в свою очередь, стабильно доезжает трассу и выполняет судейское задание. Кто-то из этих ребят, не те, о которых мы уже знаем, которые участвуют, как Цареградцев, например. Может быть, кто-то в открытом чемпионате Беларуси еще пожелает принять участие?
Ну вот конкретно Гедеминас Левицкас. Несколько лет назад они уже в Гродно принимали участие и также заинтересовались этапом. Я думаю, что на некоторых раундах белорусского чемпионата мы увидим данного пилота. И видите, вот дым уже. Ну и он достаточно близко идет к Максиму Да, он Шатилю. стабильно, близко проезжает трассу. В принципе, учитывая его полное преимущество в первом заезде, он здесь не старается показать какой-то своего заезд. Максимально пытается проехать близко. Гедеминас идет дальше в этой паре. Ну а следующий — это Сергей Сак и Никита Шиков. Да, интересный заезд мы ожидаем. Сергей Сак очень так сконцентрирован. Хорошее расстояние будет в зоне постановки. Очень близко сейчас подобрались друг к другу соперники. Ну, прежде всего, Никита Шиков, который в этом заезде догоняет. Ну, правда, Догоняет, но мы видим, у отпустил. него очень большие выравнивания. Он отстал и по внутренней дуге решил догнать Сергея, но из-за этого терял угол. Это большая ошибка, конечно же. В последней части трассы он наконец-то догнал, но те ошибки, которые он совершил в первой дуге, они в достаточной степени критичны, и судьи, естественно, дали очень большое преимущество Сергею в этом заезде. Посмотрим, насколько он сможет показать себя в качестве пилота-преследователя. Ну, очень даже близко начинает он. Да, неплохое расстояние держит, вот здесь чуть отстает. Вот здесь во время перекладки там достаточно широко. Он мог бы догнать, но здесь Никита совершает ошибку и разворачивается. Не везет ему в Минске, он в прошлом году тоже развернулся, опять же, в луже. Вот. Ну, ничего страшного. Но он так или иначе остался доволен соревнованиями и приездом в Минск. Сергей Сак идет дальше. В четвертьфинале его соперником будет Гедеминас Левицкас. Ну а наша следующая пара — Евгений Ружейников и Руслан Курлович. Да, интересная пара. Руслан Курнович не всегда справлялся с трассой, где-то волновался. Посмотрим, как у него будет получаться ехать за Евгением. И вот опять же... Лужа, и сразу же он в ней закопался. Да, потому что он отставал уже на разгоне и решил разогнаться, чтобы поставиться ближе, и прямо ошибся в зоне постановки. А тем временем Евгений Ружейников выполняет свою задачу минимум, доезжает до финиша, не совершая грубых ошибок, и добивается максимального преимущества в этом заезде. Но этот момент уже после того, как даже что-то там отвалилось, видимо. Тащится за Русланом. Ну а здесь, соответственно, у него есть небольшой шанс убежать от оппонента и заставить того сделать несколько ошибок. Да, но Евгений пилот опытный, хотя мы видим, что ошибается. Ошибается сильно, очень сильно отстал. И дальше и Руслан Курлович также совершает энное количество ошибок. То есть здесь все на взаимных ошибках. Да, заезд получился не самый красивый, не самый зрелищный. И судьям нелегко принимать решения в таких заездах. Но все же решение принято, и дальше идет Евгений Ружейников, российский участник этой серии. Ну и, наконец-то, Дайго Сайто, тот, на кого пришли посмотреть многочисленные поклонники дрифта. И он поедет с пилотом белорусского чемпионата Сергеем Самошкиным. Об этих автомобилях мы уже многое успели рассказать. Ну, а что касается Сайта, в прошлый раз ты говорил, что он единственный дрифтер, у кого есть Lamborghini для таких заездов. Lamborghini Murcielago у него есть для дрифта, единственный в мире подготовленный. В его гараже, на самом деле, много автомобилей. В эти выходные он как раз принимал участие на этапе чемпионата Формулы Дрифт Япония, но, к сожалению, двигатель его челленджера дрифтового
не выдержал и рассыпался, поэтому особых успехов он не добился. Мы видели в первом заезде, неплохо проехал Дайго Сайта, но в свою очередь Дима Самошкин пытался приблизиться, хотя совершая некоторые ошибки и большие выравнивания, и не совсем правильная траектория. Но я думаю, что он этот заезд запомнит на всю жизнь, потому что с легендарным пилотом, как Дайго Сайта, не каждый день удается проехать в паре. И в этой паре Дайго Сайта идет дальше. Ну, здесь и в первом, и во втором заезде японец все же был лучше, нежели его оппонент. Партнер программы топлива G-Drive реализуется на АЗС «Газпромнефть», содержит активный комплекс присадок, увеличивает мощность двигателя до 12%, улучшает динамику разгона автомобиля. И, собственно, следующий заезд, он будет связан как раз-таки с G-Drive. У нас начинается топ-8, и участник именно этой команды, Аркадий Цареградзев, постарается выбить Евгения Сатюкова из заезда. И вот пилоты стартуют. Интересный заезд должен быть. Аркадий умудрился с толстушки и Бетти выжать абсолютный максимум. Он иногда даже пытался убежать на разгоне. Не у всех получалось понять, как он это делает, но он сдружился с этим автомобилем, наверное, лучше, чем кто-либо. Но это означает большой уровень профессионализма. Надо, правда, здесь сказать, что Евгений Сатюков так пытался вцепиться, где-то вгрызться по-хорошему, но все же убегал Аркадий Цареградзев. Да, Аркадий ехал широко по нужной траектории, давал возможность своему сопернику подстроиться к себе. Но вот мы видим второй заезд. В зоне постановки минимальное расстояние держит Аркадий Цареградзев. Но и более зрелищным в исполнении Цареградцева именно преследование, потому что он настолько близко всегда хочет идти рядом со своим соперником. Есть такая поговорка: сам не дам и другим не дам. А здесь Цареградцев и сам дает проявить сопернику себя, и в то же время все делает для того, чтобы ехать максимально близко. Хороший, красивый заезд был, традиционный в исполнении Аркадия Цареградцева, и он побеждает в этом заезде, проходит в топ-4. Все меньше участников остается, и следующая пара — это Павел Смирнов и Дмитрий Нагула. Да, интересная тоже пара. Уже трасса начинает чуть-чуть подсыхать. И мы вместе с вами и с зрителями видим, что уже дым из-под колес в некоторых секциях трассы выходит. То, зачем приходят наши ребята, любители дрифта, посмотреть, как зрелищно проезжают трассу пилоты. В зоне постановки Павел Смирнов ошибся, вылетел с трассы, и Дима Нагула доезжает до финиша без проблем. У меня вообще сложилось такое впечатление, что просто перепутал трассу сейчас. Смирнов просто поехал в другую сторону. На повторе, наверное, это будет лучше понятно, что же именно там произошло. Ну вот, просто здесь... Опять же, это лужа. Он в луже начал... Нужно было чуть отпустить газ, проскользить, а он не убрал ногу с педали и просто ошибся, вылетел с трассы. Второй заезд. Дима Нагула едет первым. Хорошая близкая постановка у Паши. Но здесь Павлу надо было рисковать максимально. Он это и делает, и мы видим, что чуть не удалось ему довести дело до нужного результата. Есть контакт, и, насколько помню, проблема с подвеской Димы Нагулы. Мы видим, там он съел половину крыла. Ну, а Нагула побеждает и выходит. Вот смотрите, накладка на крыло из-под бампера вот этой злой Супры. Он как будто проглотил часть машины Димы Нагулы и везет ее в техпарк. Да, действительно, так и получилось. Тем не менее, Нагула идет дальше, он в топ-4, он будет биться с Цареградцевым уже за возможность выйти в финал. А следующая пара — Гедеминас Левицкас из Вильнюса и Сергей Сак, город Минск, команда G-Drive. Сак эмоциональный спортсмен, но вот какой-то страсти ему порой не хватает, какой-то динамики, и он
порой меньше рискует. Это если сравнивать с тем же Цареградцевым, партнером по команде. Ну, это, наверное, конкретно на этом этапе. Может быть, он просто вот так к этому подошел, хотя не сказать, что он ехал. Посмотрите, очень, в принципе, близко едет к своему сопернику. А здесь просто вот это была ошибка Гедеминаса Левицкаса, потому что он давно должен был переложиться и быть снаружи по линии. Вот смотрите, он грешит тем, что очень сильно углит, зарывается там. Вот второй заезд. Сак будет убегать. Сергей старается, конечно, убежать, но не совсем это получается. Гедеминас едет близко, выравнивает его. Есть чуть вылет с трассы. Он здесь начинает догонять. Такое ощущение, что что-то там крутили и какой-то ключ оставили. Но я понимаю, что это просто крепление. Но выглядит вот этот трансформер дрифтовый очень интересно. Очень интересно, да. В этом заезде, Сак, не сказать, что далеко убежал. Правда, несколько ошибок его соперник сделал. Именно поэтому Сергей Сак в следующей стадии будет участвовать. Да, Сергей Сак попадает в топ-4. И следующая пара Дайго Саито и Евгений Ружейников. Нужно, наверное, добавить, что нашему японскому гостю вместе с его сопровождающим другом и механиком все очень понравилось в Беларуси. Они впервые были вообще в этом регионе, удивились тем возможностям, которые показывают пилоты. Ну и здесь что-то случилось с автомобилем. Он просто уехал с трассы, и дождемся, вернется ли. Ружейников уже спокойно докатывает. Ну и Саито вернулся. Но понятно, что здесь у него никаких очков не будет. Да, никаких шансов на добычу каких-то очков, потому что ошибка, которую он совершил в первой дуге, очень критичная, и максимальное преимущество у его соперника Евгения Ружейникова. Вот второй заезд. Дайго Саито едет вторым. Близкая постановка. Ошибка. Ну и в той самой луже. В той же луже. Он очень был расстроен на самом деле, потому что старался сделать максимум. Не совсем привык к автомобилю. Автомобиль с левым рулем, а, как мы знаем, в Японии все автомобили с правым рулем, и его гоночный автомобиль. Ему было сложно. На сухом покрытии он приноровчился и показывал очень красивые, хорошие заезды. Даже во время тренировок у них вместе с Валентином Бородавко был контакт. Вот, вы видите, что у Супры нету второго правого глаза. Дайго Саито проиграл в этом заезде. Евгений Ружейников прошел в топ-4. И вот пилоты, которые прошли в топ-4. Дима Нагула, Аркадий Цареградцев, Сергей Сак и Евгений Ружейников. Вот первый заезд топ-4. Аркадий Цареградцев едет первым. Дима Нагула его преследует. Хорошее расстояние в зоне постановки. Чуть в этом полуфинале Дима. уже и волнение зашкаливает. Но мне такое ощущение складывается, что у Цареградцева попросту этой опции нет. Он всегда улыбается, он всегда настроен на максимум. И еще в тренировочный день он сказал, что я вам покажу, на что способна толстушка Бетти. Вы еще будете помнить о ней. И мы видим, что результаты его заездов многих удивляют. Не потому, что кто-то не верит в Аркадия Цареградцева. Все это как раз таки уверены в том, что это пилот очень высокого профессионального уровня. Но вот Nissan не подводит, и он, абсолютно сдружившись с этим болидом, показывает красивые, одни из самых лучших заездов того дня. Ну а сейчас поменялись ролями. Теперь Нагула постарается убежать. В прошлый раз ему не удалось догнать соперника. Он оставляет его в дымовой завесе. Но при этом Аркадий ни в коем случае не стесняется подъехать ближе. Здесь чуть теряется на перекладке, но по совокупности ошибок мы видели, что у Димы Нагулы были проблемы в первой дуге. У него было много коррекций там. По совокупности данных ошибок Аркадий Цареградцев в финале. А вот так вот смотришь, и когда из дыма вдруг внезапно вырывается твой соперник, все же нет-нет, да страшно становится. Вот, сконцентрирован и абсолютно
настроен Сергей Сак на следующий заезд, который он проедет с действующим чемпионом российской дрифт-серии, представителем команды GT Shop Toyota Ars из города Москвы Евгений Оружейников. И вот интересно, будет партнерский финал вновь Сак и Цареградцев, либо же это будет российский финал Цареградцев и Ружейников? Вот мы видим, как много ошибается Сергей Сак в первой дуге. У него очень много коррекций. Хотя он идет первым, ну, то есть он убегает. А вопросы возникают от чего-то. Почему так неуверенно Сергей начал вот эту полуфинальную схватку? Ну, ошибся, наверное, тоже в первой дуге. Она очень тоже странная. Покрытие не самое лучшее. Опять же, где-то скользко, где-то сухо, и поэтому угол заноса меняется достаточно сильно. Ну что, сейчас вся надежда на то, что Сак будет держаться максимально близко. Здесь уже никаких сейвов не будет. Здесь исключительно надо давить. И мы видим, что выезжает, Сергей выходит, да, за линию трассы. Двумя колесами? Ну, одним так точно. Это большая грубая ошибка. Ехал он близко. Вот здесь у него было выравнивание. Заезд получился красивый, зрелищный, но не без ошибок как с одной и с другой стороны. И в итоге финал идет. Судьи, посмотрев и повторы, и обсуждая, вынесли решение, что за третье место будут бороться два представителя Беларуси, Дима Нагула и Сергей Сак. Ну вот так получилось. Российский финал. И за третье место будут биться белорусские парни. Но то, что они оказались так высоко, это тоже престижно, это тоже повод для большой гордости. Все же в таком именитом соперничестве. И это оценка той работы, да, которую мы уже совместно с Белорусской автомобильной федерацией проводим не первый год. Дисциплина развивается, количество пилотов и качество их, не знаю, опыта действий повышается в дисциплине дрифт. Поэтому, да, конечно, мы горды тем, что уже второй год подряд в топ-4 пилотов на чемпионате Восточной Европы представители нашей страны. Итак, топ-4 за третье место бьются Сергей Сак и Дмитрий Нагула. Скажи, а вот ребята, они реально планируют дальше двигаться по оставшимся 3 этапам? Да, и один, и второй пилот намерены принимать участие на остальных этапах чемпионата Восточной Европы, которые, как я уже говорил, пройдут в Литве, Венгрии и в Латвии. Ну, у них еще есть борьба в рамках белорусского чемпионата, следующий этап которого пройдет 26 июня в городе Гродно, гипермаркет Old City. Но вот мы помним, что Сак Вишневский по прошлому сезону — это принципиальное соперничество, как и по позапрошлому. В этом году кто будет принципиальным соперником Сака? Ну, сложно сказать, пока первый этап прошел. У многих пилотов видно, что их желание побеждать все выше и выше. Не будем загадывать, посмотрим, как пройдут остальные этапы. Опять же, это техническая дисциплина, и порой дело случая или же какой-то удачи, чтобы автомобиль не подвел пилотов. Угадать очень сложно. Но вот здесь он что, подвел, или это была просто ошибка, после которой понял Нагула, что... Я думаю, что что-то случилось с автомобилем. У него, если помните, в заезде с Павлом Смирновым был контакт. И после этого они вроде бы что-то сделали с подвеской, но как-то он начал нестабильно на ней ездить. И вот финальный заезд. Аркадий Цареградцев и Евгений Оружейников. Близко проезжает Евгений Оружейников. И даже доходит дело до контакта, немножко корму заносит. Да, контакт, причем не один раз, а несколько раз он ударил Аркадия Цареградцева. Они поменялись местами. Хотя изначально было иначе. Изначально должно было быть иначе. И, конечно, в этом заезде Аркадий Цареградцев добывает максимальное преимущество. Ну а сейчас, наконец-то, Оружейников сможет проявить себя как убегающий. Вот он сбивает чуть-чуть шикану. Я так понимаю, в российском турнире это соперничество достаточно принципиальное? Ну, на самом деле, Россия большая, там несколько серий российской дрифт-серии. Запад,
восток, север и так далее. И Аркадий Цареградцев, он из города Красноярска. Не всегда доезжает до центра. Не принимает участие в российской дрифт-серии «Запад», поэтому они редко встречаются даже в России. Мы видим, что пилоты приехали из таких далеких городов для того, чтобы в Минске сразиться и решить все-таки разобраться, кто же лучше. Ну и лучшим становится Аркадий Цареградцев ко второму месту первого белорусского этапа. Аркаша, как ты его ласково называешь, Айк, здесь добивается победы, абсолютно заслуженной. Риск оправдал себя. Вот на такой трассе, на таком покрытии это вызывает дополнительных аплодисментов и восхищения. Ну а вместе с вами вот этот первый этап восточноевропейской дрифт-серии смотрели, для вас комментировали организатор гонок Айк Симонян и ваш комментатор Арташес Антонян. Спасибо за внимание, спасибо за эмоции. Ждем продолжения банкета. До новых встреч, увидимся на трассах.